тому и веду, я просто имею в виду, вот в чужом государстве русские, на чужой территории, пришли и здесь просят ввести войска, вот понимаете ли, Украина, а в дальнейшем и Балтийские страны не дают нам, чтобы мы работали, учились. Не учат, короче, подлецы местные русский язык, а вот мы должны их какой-то Украина, понятно, там, каляканье вот это. Ну, у Потом меня всякие впечатление, что Ибрагим придирается вообще, вот, просто а придирается. какие-то балтийские языки мы должны учить, калякать на этом. Вот давайте нам, чтобы здесь был русский в школах, университетах, учреждениях, там, на работе и так далее. То есть вот так вот. А с нами, чтобы там параллель вообще проводить в этом, где мы на своей территории, где нас вот эти вот захватили, чтобы мы там у себя дома могли в лучшем случае там пару часов, да, в школе в неделю. Родной язык ты учишь как какой-то английский язык, немецкий, там, французский, дополнительно. 45 минут 2 раза в неделю. Самое интересно, вот так они эти передачи показывают, целыми днями они это крутили, и все негодования такие русские, ах, вы бесстыжие, как вы не даете там Украине нам на русском, на нашем, почему вы наш не учите, почему вы на русский ублюдки не переходите, вот там сидят целыми днями эти передачи крутят. А вот эти подружские, они вообще реагируют на это, на то, что там говорят про язык. Вот сейчас подрусские пошли туда спасать русский язык, да, там на Донбассе русский язык, короче, ущемляют, да, туда пошли и подрусские, которые два слова нормально связать не могут, там, моя, твоя сказать, тоже пошли туда спасать русский язык. Ну, пошли-то сейчас, мы понимаем, как я закидывали, им тоже вот эти, Северные корейцы, вот эти вы что? я говорю, северные корейцы даже пошли спасать русский язык. Да, 12 тысяч мужайдов пошли спасать русский мир. За русский мир был. А те, которые спасают, знают русский? Те, которые спасают, вот на русском калякают, вот сейчас кто это там закидывал в Америке, где это там в ЧДП там, да, закинули. В Америке какие-то бородачи, наши соотечественники, калякают там на русском, стоят, саунядина, пресекают здесь. Ну, в Америке и мечеть открыли. Как-то относятся к нам с презрением здесь, с подозрением. Вот, представьте, такое образно, вот, как вот американцы там какие-то воспринимают вот этих. Какой-то вот Багдади, для них это одна и та же физиономия, с такой же бородой, с такой же риторикой, с такой же там, с такими же шортиками, там, укороченными брюками, с такими же заклинаниями где-то сидит, а потом говорит, ну как же так, почему у нас здесь с презрением как-то вот не так относятся к нам. Такой Багдади, весь в розовом, пушистом оделся, розовые штаны там, пушистый такой пуховик меховой, розовый тоже. И стоит, почему к нам вот так, бисмилля, обращаются с нами вот так вот, презирают нас.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Короче, не Allahu понимает, Akbar. почему с ним вот так вот. Allahu Akbar. Вот я люблю вот этот анекдот, хотя я его точно не помню сам. Когда, ну, это совковый, да, где они там народы обзывают. И Чукча приходит там в Москве, в магазин заходит. Ну, сейчас они примерно так. Почем, говорит, холодильник? Тот говорит, продавец, чукчам не продаем. Ну, этот такой, короче, без настроения вышел, волкин, купить ему это надо, а ему не продают, он тогда вышел, пошел там, парик накинул, переоделся, опять заходит и спрашивает, почем холодильник? Тот ему опять чукчам не продаем. А вообще офигел в третий раз, вообще там грим наложил полностью, прикинь, не узнать его одним словом. Заходит опять, говорит, почем холодильник? Тот опять чукчам не продаем. А как ты вообще узнал, что я чукча? И продавец говорит, это не холодильник, это телевизор. Вот, вот эти вот бедненькие не поймут, почему их презирают, что происходит. Никак не могут понять. А проблема в том, что вот эта вся риторика, вот эта физиономия, которую ты под Багдаде подкрутил, вот сейчас пойди, встань под флаг ИГИЛа, да, и потом удивляйся, ой, что это происходит, почему это мусульман не любят, почему недовольны все. Ты просто все, что вот эти вот люди, то, что они говорят, то, что они из себя представляют там во всем мире, даже обычные там мусульмане, рядовые, не какие-то радикальные, там, не относящиеся к группировкам, то есть их поведение, да, там во всем мире, их культура, их там отношения в местах проживания, там их какая-то вот эта вот неряшливость, скажем так, да, там, нечистоплотность, пятое, десятое, вот это вот все, оно уже там создан образ, и ты, когда раз себя вот с этим всем миллионным, ну, или сотнями миллионным вот этим вот обществом, да, себя начинаешь ассоциировать, то там уже ты какой-то такой, да, якобы тебе самому это неприемлемо, там, многие вот эти вещи. Но когда ты полностью вот это входишь вот в такой образ, и потом в тебя начинают лететь там помидоры, начинает удивляться человек. Ой, почему это так происходит? Аузу билля. Аккультурация, да, Ибраим? То, что сейчас происходит среди чеченского народа, это же аккультурация. Не знаю, аккультурация примерно для меня это новенькое слово. Ну, я как понимаю, то есть утрата своей культуры, Ну, ну, то есть, это когда отодвигаешь свое и принимаешь чужое, как бы. да, полностью издух. Потом вот удивляются, не могут понять, что же происходит, почему к нам такое отношение. У нас, например, россияне
позволяют бороду носить. А вот в Америке почему-то как-то не так на нас смотрят. Ну, у чеченцев сейчас идет оккультурация полностью. То есть это вот ты отодвигаешь свои традиции, обычаи, принимаешь чужие традиции, обычаи, принимаешь чужую религию, принимаешь чужое взаимодействие, как бы вот это, саму часть вот эту всю. Модель, арабская модель получается. Мы сейчас, чеченцы, принимаем арабскую религию, принимаем арабские традиции, но при этом хотим, чтобы Европа не смотрела на нас как на террористов. А у арабов есть два вида мусульмане, по таких как Сирия и Палестина, и хороший ребенок, который за 55 миллионов долларов покупает номер на автомобиль. Понимаешь, у нас как бы вот, вот. Но чеченцы не те, которые покупают за 55 миллионов долларов номер для автомобиля, они именно те, которые сирийцы и палестинцы. Это, то есть, плохой ребенок. Вот. И вот эта оккультурация, она как бы выгодна арабской стране, арабскому народу, бедуинам, там, радикалам, ваххабистам, все те, которые вложились в свои определенные, да, проекты. Допустим, ваххабизм – это проект, салафизм – проект, суфизм – проект. Это все проекты, крутые бизнес-проекты. Но при этом, да, вы наши братья, да, вот Рамзан Кадыров приехал, там мы ему дали ключ, он зашел в Каабу, потому что он особенный. Вот, вы такой народ, вы чеченцы, вы должны чтить мусульманские традиции, обычаи, вы должны привозить нам деньги, вкладываться в ислам, развивать себя только в исламе, потому что вот 1500 мечетей Россия нам великая помогла, мы как бы вложили, да, в вас этот определенный финансовый поток. Но вот вы должны полностью сделать оккультурацию, то есть перейти на ту часть. Но я предлагаю тем людям, которые поддерживают вот это вот все, да, именно касаемо арабской традиции, радикализма, ваххабизма, там, я не знаю, еще как-то там их по-другому, шиитов там и так далее и тому подобное. Они должны просто взять чемодан, вокзал, домой, туда. То есть их дом там. Они делают все для развития арабов, бедуинов, мусульмане. Они должны туда уехать. А вот этих бедных, нищих чеченцев, которые хотят свои традиции, свои обычаи, хотят демократическую страну, в которой есть права человека, в которой нет шариата. Их они должны оставить. Пусть они в своей Чечне, среди своих вот этих демократических, гнилых, сгнивших законов, пусть они там умрут, оставьте их. Выезжайте туда, где арабы, где много денег, где богатство, где шариат, где, я не знаю, там, святыня. Туда езжайте. Вот этих бедолаг оставьте, чеченцев. Пусть они там между собой умрут. Езжайте туда домой. Афганистан, Сирия, Палестина, Иордания, Арабские Эмираты. Там много земли. Я считаю, что вот такой должен быть как бы исход всей этой позиции. Ты как думаешь? Но они скорее тебя пытаются куда-то в Европу, в Америку выдавить, пытаясь противопоставить вот этому, то есть абсолютно подменивая понятие, да, потому что вообще люди, которые там стоят на позициях какой-то своих национальных интересов, национального возрождения, как раз таки они и стремятся вот это вот к своим корням, да, к своему самобыту. Вот это просто пытаясь подменить, подтасовать демократия, ЛДПР, это вы, значит, хотите там западную демократию нам принести. Да мы разберемся со своей демократией, со своим ЛДПР. Нас оставьте. Мы со своей демократией, со своим радужным ЛДПР все сами разберемся внутри у себя дома. Вот вы нас оставляете вот таких
гадких, подлых, где удерживают ЛГБТ и так далее. Вы езжайте туда, где много денег, где все хорошо, я не знаю, где счастье, где шариат, где хиджабы. Туда езжайте. А мы здесь уже вот эта кучка определенная, которая хочет вот эти непонятные традиции, обычаи поддерживать. Вот мы сами между собой вот здесь вот останемся. Почему этой системы и политики мы не можем придержаться? А нет. Они хотят в 1944 году, если Сталин нам дал вагоны, в этот раз они нам даже вагоны не хотят давать. Они хотят, чтобы мы сами просто взяли и убежали. Понимаешь? Что мы просто тупо взяли и убежали. Европу, Азию там и так далее и тому подобное. Они делают все для того, чтобы... Вот мне звонит родственница моя дальняя, меня просит, пожалуйста, если тебе не сложно, там, где твои родители живут, попробуй там нам квартиру снять. У меня 2 сына, 12 лет и 21 год. Здесь принудительная мобилизация. Я даже на машине не разрешаю выезжать. Я хочу своих сыновей спасти. Помоги мне, она мне говорит. Я хочу вывести своих сыновей отсюда. Здесь просто ужас творится. Понимаешь? Вот к чему они привели. Они просто хотят, чтобы мы взяли и тупо убежали. В 1944-м нас принудили, а сейчас мы добровольно убегаем. И плюс ко всему те, которые уехали в Европе и смогли что-то сохранить, их тоже мы унижаем. Они подлые, гадкие, они сидят в Европе, там на пособиях, на пенсиях, они хорошо живут. Они же от хорошей жизни уехали в Европу. Ты что, не в курсе, Ибрагим? Все, кто сейчас в Европе, они же от хорошей жизни уехали. Все же хорошо было. Вот, поэтому такая ситуация. Я считаю, что всех тех людей, которые поддерживают шариат, которые поддерживают радикализм, ваххабизм, салафизм, суфизм, не знаю, шиизм, как там еще эти течения. Чемодан, вокзал и туда, где ты. Если ты любишь морепродукты, ты едешь туда, где кушают эти морепродукты. Если ты любишь хиджаб, езжай туда, где его носят. Понимаешь? А нет, наши хотят по-другому. На 2 стульях это называется. Понимаешь? Поэтому, как Заки сказал, в 2024 году мы все вернемся домой. Вот. Не в Так как у нас сейчас... 24-м. В 24-м это все закончится, но мы Да, гораздо так раньше как будем. сейчас, да, у нас на дворе 23-й, я все-таки надеюсь на 24-й год. Я очень верю в Закаева. Я вообще люблю фантастику читать. Это вообще мой кумир, он вообще няшка Закаев. Он молодец. Это по хиджре. Вы забыли, что на низами они. Это хиджра. Все, извините, если это хиджа, то все, я беру свои слова обратно. Но все-таки Закаев прям вот мой, он это впереди, а потом после этого Закаев. Он просто шикарный артист. Ну, вот так вот, в общем, как-то так. Это когда нам по хиджи? Еще 600 лет ждать? А что, много, что ли? Зима, осень, ты говорит, на 15 суток человека посадили, а тот, который сидит в тюрьме 15 лет, он говорит, на сколько тебя посадили? Он говорит, 15 суток. Ой, говорит, как много. А что, говорит, напугался аж. А тебе сколько? Мне, говорит, 15 лет. А как это, говорит, как много? Он говорит, ну, день, ночь, день, ночь, день, ночь. Говорит, это же вообще, говорит, ужасно ждать. А тот такой в шоке, говорит, а как? А тебе же 15 лет. Он говорит, да мне, говорит, что? Зима, лето, год долой, 9 пасок, говорит, 10 пасок и домой, говорит. Это то же самое вот здесь, такая ситуация. Что нам 600 лет? Мы 300 лет уже ждем. Что тут, много, что ли, надо? Поднаберитесь-ка терпением, да? Да, сабр обязательно. Иман должен, укрепляться надо. Как бы вот так вот. Ну, Заки молодец все-таки. Я вообще поддерживаю Заки. Если он меня слышит, чтобы он знал, что вообще он тигр есть. Фантастичный. Вообще супер. 600 лет, трудно, что 600 лет дальше, да. Ну, все будет хорошо у нас как бы. 24-й год, Хадуар, ну? Да. По хиджре 24-й.
Институт дюш was поймас шезерша диахабо сам хезирс муцига олш так 1440 что и так 560 лет сол вахчан данис дуду ба дуния сам дюч хезирс Да, и как нормально, Швейцар, халтуа модель, двух там был, что же не помню. Ой, до казланда. Дела деказ адам дохун нухчи. Отцул деказду. И что самое интересное, своими руками. Счастье кует чеченский народ своими руками. Вообще грабли для них не существуют. Ни первый, ни вторые, ни третий. Нохчи то любо да элчон тиш любо хомна халоц диндо далил нохч шо халил до любо ма Лучше бы евреи нас постигли, в бабках мы были. А тут ты и не при деньгах, и не при нации, и не при традициях, ни при чем. Как бы впустую, в никуда. Ну, я все-таки рада за арабов. 55 миллионов долларов за номер для автомобиля, я считаю, что мы хорошо с вами поработали за последние 10-15 лет. Вот, поэтому... Дик Мелдубар, ага, за этот номер, я там цифры уже. 55 миллионов долларов. Я сегодня, у меня прям внутреннее такое восприятие, я даже молчать не могу, я уже в обед зашла, выплеснула. Представь, Ибраим, такая ситуация. 2 семьи, 2 дома между ними. В обоих семьях аутист, дети. 9 лет мальчик у нас дома и 7 лет мальчик. Пока все собрались, расскажу, просто я уже не могу это терпеть. Она говорит, ты представляешь, говорит, вот так вот наши соседи, ситуация, говорит, сегодня, говорит, вернулась женщина, которая, говорит, повезла 4 месяца назад своего ребенка, говорит, лечиться в Израиле. У нее сын 6 лет, аутист. Аутизм все, наверное, знают, да, что такое? Это слабое развитие, ребенок, у него конечности все, он сам не может в туалет ходить, сам не может кушать и так далее. И, в общем, поступает какая-то возможность, я не знаю, через Москву или как, что там, я вот эти подробности все не знаю. 50% лечения, минус 50% лечения, там в среднем около 80 тысяч долларов в Израиле. И появляется возможность, видимо, половину, ну там 35 или 40 тысяч долларов получается. Что делает одна женщина, одна чеченская мать? Она берет, вопреки своих марс, вопреки всех, продает свою однокомнатную квартиру на проспекте Путина и 4 месяца назад уезжает на лечение в Израиль. Увозит своего ребенка растение. Чисто как растение, говорит, пацана увозит 6 лет. Вторая семья ничего не продает, но при этом едет лечить ребенка в хадж. То есть муж и жена вдвоем, это где-то около среднем 15-17 тысяч долларов, муж и жена едут просить у камня лечения своему ребенку. Это значит, возвращается ребенок уже 6 лет без памперса, может какие-то звуки издавать, мама, папа говорить, что-то еще сам по себе делать за 4 месяца. А эти попросили у камня, но попадает через буквально вот позавчера, 2 дня назад. Он захлебнулся, неправильно, у них же вот это не развито все, гортанная вот эта вся система, которые в хадж поехали, их ребенок сейчас в тяжелом состоянии, говорит, лежит в больнице. А та приехала, которая поехала в Израиль к евреям, проклятым евреям, лечить своего ребенка. У нее ребенок сам ходит, сам кушает, и плюс еще
в памперсах не ходит. Вот. Ценности. Allahu Все Знамение. поехали в хадж просить у Всевышнего Аллаха и камня здоровья ребенку, муж и жена. Все полагали на Аллаха. А это, вопреки всем, все продала, поехала своего ребенка лечить. Вот. Вот такая сволочь она. Она будет гореть в аду. Но сегодня ее ребенок, она говорит, что через 4 месяца ее ребенок, а у этих ребенок в тяжелом состоянии, потому что он захлебнулся, у него вот эта гортанная чего-то система, короче, там, я не знаю, там, да, Маша дается. Вот где логика? Где? Камень не дал ребенку. Ничего. Имеются испытания. Ты ешь, вон ешь. А, ну да, это испытание, да, я согласна, да, сабр надо, да. Cadê está lá, tu botas o açúcar, só o bolo, that's it. А, и еще такой момент, оказывается, только тем, кого Аллах любит, только тем он дает больных детей и испытания, и болезни. А тем, кого Аллах не любит, он как бы испытания, болезни не знаю. То есть, если у вас в семье все хорошо, больных детей нет, вы все как бы здоровы, у вас нормальный образ жизни, значит, Аллах вас не любит, чтобы вы знали. أصلا هون испытания yaşayacak. Hal أصحاب زودري تعبير شو بقى حديلا نويت ولا كوزاوا بس أبعد وقت زودري развод يش تعبير شو больше здесь он сейчас ходи что ты движение все всегда испытать побьешь во. Ну, проклятые евреи восстановили ей ребенка. Она через 4 месяца, она говорит, я поеду на реабилитацию, она сказала вот этой моей родственнице. Она говорит, я этот мир переверну, я сбор открою, если денег не хватит там, я все сделаю для того, чтобы поехать снова в Израиль и до конца восстановить своего ребенка. А те двое ждут от камня ответку. Надеюсь, да, умукла. Просто это Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Это проверка была просто. Если они сейчас из-за того, что он не вылечился у камня, разуверуются родители, то, короче, Идут и ума, да? да, они слабые были они, короче, они были очень слабые в вере. Это проверка была. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Интересно, ну это уляю, шеф мод пичкал, на годца до царь арби из номер шух 50 миллионов, хуй твоел ахсар. И нас он и видео. Это был и я 1 миллион, божук тишан, дал хабар алат сабахорш 400 миллион. Боршар арби. Это bu iş yetse bırt bu tesa muqdal sahamım do tseri. Otso kuyurş muqdur hoqqul 150 миллион yok Россия доллар 9 миллион قدام доллар дал. Вы наш общий сортир не захватите бо шабар дүйч. Доллар он бен нохч. Общий сортир яклор ячук бо. Что бен хош сунса ледер на bu мат арби. И вот Арбой, Чувиан и до Мичуэниды, нейтральной площадки Мичуэнидис. Я это никогда до конца своей жизни не забуду. Он говорит, что если вы откажетесь от ислама, он к чеченцам обращается, то мы будем там чуть-чуть другими словами, но суть была вот такая. Allahu Akbar. И союз ёшна, ца ислам самое да, для них ца страшное, умма да, чеченцы тенга бартис. просыпаются, вежри.
чеченцы просыпаются. Это и есть самое страшное для них. Ну, как Allahu бы мы Akbar. этапами, мощными этапами мы Allahu просыпаемся. Мы Akbar. понимаем, Akbar. что происходит частями. Не все 100%, конечно, но хотя бы 10% на сегодняшний день просыпаются. Понимают, что они в этом бизнес-проекте, в бизнес-идее. Очень много ребят, которые заходят, слушают и не разговаривают. Но они при этом пишут и в личку, и админам, там, и тем, кто спикеры, кто выступал. Они пишут и говорят, что они просто в шоке от того, что на протяжении 20 лет в чем они жили и как они были. Есть еще плюс 2 закрытые группы, не хочу просто приватно, люди, которые и при деньгах, и известные личности. Они просто в шоке. После всех вот этих спичей антитеррора, Саляфа, там, я не знаю, многих ребят, Ибраима, Теслы, все, они слушают. Они это Allahu перебирают. Это Akbar. люди, которые не могут говорить, но они слушают, и они понимают, что происходит. И уже их семьи, они уже не будут думать так, как думают те, которые на Беркуте, когда этот палестинец пришел, говорил, я пришел себе сюда жену выбирать. То есть они и их сыновья, и их дочеря себе это уже не позволят. Allahu Akbar. Классно орел кишер, и хумиации выбирать пришел, да, Да, его просто, до мужчин не надо было допускать, до мужчин. Эти женщины могли его до крови избить. Они сидели, хихикали с ним. Понимаешь? Ситуация в Ингушетии, которая произошла. Палестинские дети там трогали. Какая разница, ингушка она или чеченка? Для меня нет разницы. Что ингушка, что чеченка. Кто такой палестинец? Для меня он цыган. Да, я националистка, фашистка, там, я не знаю, еще как-то и так далее и тому подобное. Но я не приемлю. Да, это плохо. Allahu Akbar. Совместные браки. В Allahu исламе нельзя, там есть хадис отдельно. Кто-то кого-то Akbar. кусает за что-то. Ну да, мы готовы вот это вот все кусать, но мы не позволим, чтобы ингушки и чеченки выходили замуж за палестинцев. Мы стараемся все делать, чтобы они не выходили. И не только за палестинцев, за парней другой Allahu Akbar. национальности. Да, мы против. Ну, вот такие вот мы. Конченые фашисты. Но этому обществу придется нас принять. Потому что мы тоже народ, мы тоже общество. Да, мы хотим свою старую мифологию, да, мы хотим свой там атеизм, язычество, как нас там дальше называют, кафиры, кефиры, там, я не знаю, простоквашины и так далее. Но мы хотим в своем жить, в своем вот этом. Нас оставьте в покое. У каждого есть право, даже у цыган есть право существовать. Почему его нет у чеченцев? Почему чеченцу нельзя демократию? Почему чеченцу нельзя социализированное общество? Почему чеченцу нельзя независимость? Почему чеченцу нельзя свой дом, в котором мы не можем себя почувствовать, что мы дома? Вот сейчас снова то, что происходит, нас вытравливают, как пчел вытравливают из своих ульев. То же самое сейчас делают с нами. Allahu Почему Akbar. мы не имеем права? Вот такой век на свою какую-то определенную государственность, на какую-то систему управления. Почему мы не имеем права? Ну, мы же настрадались уже, сколько можно. Мы страдаем уже сколько лет. Или, как Заки сказал, там нам еще лет 600, и все, там уже нормально все будет. Не знаю я. Я свою дочку сама глотку перерезала бы, если моя дочка вышла замуж за другую нацию. Не потому, что там я атеистка там, и так далее и тому подобное. Просто из-за того, что я думаю о тех своих дедах, прадедах. Я хочу остаться вот той язычницей, грязной язычницей. В аду они горят. Я не знаю, там в олимпийском пламени, где бы они ни горели, я хочу быть с ними. Меня с ними оставьте. Мне не нужен арабский рай. С гуриями, там, не знаю, с официантами.
Allahu Akbar. Оставьте вот своими клетками. Я вот хочу, как они, гореть. И Allahu все. Akbar. А нет. Они нами управляют. Почему? Потому что один чеченец – это 500 арабов. Даже чеченец не скажу. Одна чеченская женщина – это 500 арабов. Нах моя цыш. И уж нах елхар. Они никогда в жизни система, вот это как это? Система лечения. Финики, черный тмин, верблюжья моча. Да вы кто вообще? Ребят, 21 век, вы вообще кто? Не надо. Нормальная там современная технологии, медицины и так далее. Нам это не надо, чеченцам это не надо. Мы будем блогер 3,5 миллиона подписчиков в Чечне. Будем показывать, что надо пить капсулу, в которой мочевина верблюда. И при этом ей никто ничего не говорит. Только смерть, как это они говорили, при финиках и черном тмине. Черный тмин и финики только от смерти не спасает, от остального всего спасает. Вот то же самое сейчас вот это верблюжье мочевина. Это вообще для меня это нонсенс. Я знаю, что вы многие меня слушаете, те, которые вот говорят, что мы там атеисты и так далее. Вы просто задумайтесь, до какого уровня вас опустили. Это не плинтус, и даже не ниже плинтуса, это моча верблюжья. Снимают видео, что они поехали лечиться верблюжьей мочой. 3-4 ребят, чеченцев, статные, красивые, показывают, как они это делают и закидывают в Инстаграм. Нет, предки не перевернулись, они сгорели уже там, насколько могли в этих могилах. Не знаю. А знаете, пусть нам пропагандируют там этот, третий, салафиты, ваххабиты, шииты, они нам пусть все пропагандируют. Мы с вами идем по правильному пути. Через 600 лет как раз придем к этому. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Даже у даже у них есть них гимн даже, да, он получается. Да. Машаллах, Шилепольд, Герион, Диас, Ялес. Ирис.
ويش واحد праздник, собственно, притишаны, да, праздник, салятун, кезят, докует, да, захар, мир, докует, хиту еще. الله Праздник أكبر так, да, возле беги, садая, الله أكبر за праздник. День этот, الله день тот, أكبر божду, шварту. У нас только ما День матери Аймани Несиевны. У нас только День матери, день الله рождения. أكبر Остальных праздников у нас нет. الله أكبر وي وقع دوك праздник خلديس دوك نقاسا نقص يوم مقايال ماش دي حادل وماش وحايل نزويسما ودونا شعبك وحلوي وقع دوك праздник دو دقيقة دويس دوك Де- سلطة وقامت دايا دويس دوك ديشنس حق دينا حق خنجا فون праздник خلرا ويا رجال مقدر لرا تحت يا ملك نكذا بويا مقلع في شغل праздник دو أقدر أقدر شعشعمل وملك نكذا من غوت يعني تاك праздник وقت دي زوي شعبه ونعبوي تشكل هربع مش حبيع حبوش بس حبيع تروي صار بي إنسان يقان يدشني دور دو إنك كذانك داتت دوي وقر دبو праздник في خاطر تقولي لقر هم Начинать تسقط еду, سنة да. طالتا ها Начинать дизу, пока от индизи мухлы. نو باكاستو دقوة نقطة دق دليلو دوين نقطة في مقيال شو ها إذا بالنيت شامل ده будеинский праздник аракос ونقطة праздник Мустанга, Мокаяхан, кто ее освободит? Мокаяхан, кто ее? На кого надеется? На Заки? الله أكبر ثم بارما تعطي أسعافون Иерусалим не возьмешь, а Лабахсу. لا на джамаат, انت на особый джамаат особого назначения. Штацевер, дамек штацевер, цавицевер, мерш состави олцо, не состави, блядь, удич штацевер, и одове состав даякчи, рухина чубове, виш нормально дамек штацевер. Нам не обязательно война, мы الله можем все أكبر решить с помощью диалога и самой системы общественности. Нам не нужна война, сколько можно воевать. Чеченцам не нужна война, хватит войны. دوكمان حتى عالم إيه راح في مو مقيق وعمو مقيق تعاملت جويهم تتو ولا أش دوك دي لانس من أقومنا يعني وجه ده زيادة واحد متشع واحد وجه ده وجه طول دوك قيق دنيا جماعة وخول سبز كشجع هو ما سو فريون كوكو قوي يعني يوجه كوادرات كشجع دوك دي لانس تعمل دوا الله زيادة أكبر تسلب بقي الله يعني أكبر الله أكبر مش بتوع انه بكتاب يوش تبيع الله أكبر اتسع كيرش دوار بيتسون Охч, яхля, мосу маршу, хума, 2008-2009 год служитель, армия, служитель. Сэр, сюли барцига, алгы барцига, аситинч, беги, беги, цельцадуются, сюлюш, ласки, согласись, они старшие братья нас, бож, беричу, то, что сюли служитель. цельцадуются, цадуал мувал гашан, ухара дуются, ухари дуют, масери дуют. А войнохчи эббля масана, та эббельна ха, тапал ат'a беги, вен бюситвам. Üssan saishta Irabias olsunga mu хитрый вамик штац. الله أكبر Баклюшу. Сюли, где решен? Колышки же обращение сделали. Чеченцы наши колышки убрали, Бог. А если бы они колышки не убрали, пару человек по башке дали бы, из этого война была бы, революция. А просто колышки убрали. Вы видели, какое видеообращение они сделали?
Почему чеченцы не могут за свое право, за свою нацию, за свои традиции, за свою родину? Просто, я не знаю, война не нужна, я никогда не призывала к войне. Какие-то другие действия нужны, Allahu как бы, Akbar. ну не знаю, Allahu Akbar. что-то Знаешь, нужно, вы но ногти Allahu ахуер Akbar. беги, шуфта, вы просто, вы хадек дунья ногч, мюльш бу. Вы просто, вы дада гуанх болчан. Киюма дас, вы ногч адукан дуна, куюрш мобу, вы ногч гергелу лилу ляш бу, беги гаски бу, беги бу. Вы латса ирчан, вы цани укдаляш, дукунах мобу. Allahu Akbar. не знаю. Милгош. Мне всегда кажется, что мы одни, что мы одиночки, что нас мало. Хокон хаусенш просто. Многие спрашивают у нас, возможно ли узнать о местонахождении сихра. Да, это возможно по двум путям. Из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему сделали сихр, и сделал ему сихр Лабид ибн А'асам. Что же сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он узнал, что его околдовали? Он просил и просил, много обращался с мольбами. И в таком случае первым пунктом, чтобы узнать о местонахождении сихра, это побольше обращаться к Аллаху с мольбами, особенно во время его принятия, как в последнюю треть ночи. Проси много. Очень много пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху и увидел сон, где ему показали о местонахождении сихра. И ты делай то же самое. Allahu Akbar. Второй пункт. Читай с народу и попробуй на меня, с дозволения Allahu Аллаха. Akbar. И делай побольше дуа. И возможно ты Чун цав барик ши цав физиономия просто генешун цав шиза яхт цав не один поплевывай на воду Allahu Akbar. цав стеклянные глаза Да. Сега вообще главное, да, куда главное. Ибраим, сега главное, да, что история. И не цав поймар, вообще вы, цав и поймар. полоумный дебилок знаешь да хоть цав не один больше он не штует шиш хаэт что ты поплевывать где короче и он один дешь Шун гишла душ серьезно нахват бокула нормально хайкал долш вроде бы. Хохчуа цатия мерку и чуне адинаг нохчи чун. Полтора килограмма. Махая буй укер. Исламский институт, за учитель в 2000 году, дюш солар, в России. Сам Соскочить кой такой. теч, бех мубла, кой теч, бенда, сэрса дюш, это учитель бар, ас то сюжет зими доша, туюк дючна, дегма паймар до кваленду, морсумасон кваленду бош. Иш дюч, это иш диш ван варса, иш элп шумаха арса, mesela дючна. Ю это учитель бар. Вот говорят, короче, что все создано ради пророка. Это неправда, все создано ради людей. Иш дюч тела, о, худюч типа, шансы. Сахун хайкал до шолру и нагwas. Синсацию хунда лира ишца. Поку дюч сагон, но хазах. История. Инцоц Ибраим, схагайтан я клиппе. История. Угар главное, да, дуй самое главное, да. Идите, вегама, дючу. Идите, тайман, юй. Оцмеття, и пророки, на, сихар, хилер вообще. والله صراحة صونم ده признать وين فرديرليك سيليان دنيا شادو العالم تعالم شيء هما عيال وسجن سيخر كل ميش عدو مو تخت صون вообще سيخر مو خلصو سجن Иш мадацин, в общем. а В общем, хума халдиш мадац, шей да, када, кацуна that's самог the дош, айна бош. Дюч? вообще هما خيل ديش ده صون любой будущий прошлое والله صار صونم قدم بيدات صون إتو وصل сознание да عاديته Used to be attributable
jetzt Kortlos ist Kortlos Wellebach. Und so so 100 so geht زول was يوري زوجو أترافيت نويناقي أستغل إشاء يوري سبيستان إذا مودو على أترويتين دو جيج قدات جيج ديشتا كلتم شا أترويتين دو مدى على بوش يحشى دعكال الناس Polaru Metz Polaru دي واضح ديزا أبيدنا هودو خايم إنستغل يتعديتكي ونشاغ تعمد ويج ناخ بلردو يوم حق إنزري رروكي نما خيل ديش مدات وي سمم تا تعويل مليو إذن ده هودو لتي وضع وضع تا طول حلق وقت أي سام هو يخيط يقول إجبال ناخي توشين لو أقدر الله ولا أكبر. تسمع ولا أصلا سهم كثير فامر كيرا سحت إيتا دم له واحدة دوزتاشا دنيا دوغ دوغ لبو سهم دتو جمو يتكلم أحق إيتا Pahalı يا boy تقول يا قاعد المحل تسام بوك تشوف يوك تشيا مالو تشيا بيوغ يوك تيتا بالبلا مش هو إزبيت سار نا بيوت سنا شاف الدنيا قارس بوك هم بيقول دي قاعدين قارس وول Sunt da yurta da tsish uz gole tatuluksh diatsna beirsh masara yo Jabrail Maliku دعقيت شهرك دنيا بوش إشت أتصدق يتعتدم وعصب وجهه يقايم عشان تو داس يقشلا يا أخي هو طول لا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بورس حيوق الله الويلة يا أكبر. لسه إنترنت يا يورتا سونتن دين قيقوش ساز هودي أشلا يتسع ليل شان نا تقولكش بيات شوم شيات تتصلوتش تيش واشلا تسونا يورتا دال ألتي الله короче تسون ساعات أدم لاك بوجع короче جبرائيل ملك توتي ملك كو دحق دوشل مصما يوتاق إتس الله короче إخي أكبر. أبايما تاق أدم سيقين خيتم بيتر حما يسمى سدي ترابسو ديوت وداس يوكشل با دوتي الباس أدم الله معصب وجد بول أكبر. الله أكبر. هر بقي شون الله الدنيا أكبر. أوش خدات أدم واحدة بوزة بقى شار أوش خدات وكتابة ديت وشي يقوي ولا أي واحد وطايمر من ورسات وانتو عندك قادة دنوي نبو سعبا مر وسار ويدز قوت قدم إدو الدكم قانوت بنيت ديت يقوي وانو ديت سري ها جوكي الله إفلوخش ليلش تا ديت شو الله سون ساي مو والو لقل دون دا شو الله يو إبليس الله إبليس وهذا سون هو شو عوشون إبليس الله كعدود ليلش ديالش يو تا سار كروتش إيش خارج شيرنو خارج خور دات ميشاو طول دون دخاد ويزالش خير خوش وعبوخشلش يو كروتش إيش حيت قاتش خير خ uzun olsun ga işte Allah so ihum diyor pedal Allah uzun sat sada короче a paymer tepta diyor rava kurban короче yo короче hadi şoz kuzuna halasın ihum işte itu kanyo disnir o sani vajin de la bad kuzdina ihum asun ya ihum بيشقى الأنماط تا كده فيلم فا مر ما هو بيت سان زمان شا تعزد فاتشا خلا يفتون ملك شدا دو بعرق نغر توف شو قان شامل دول ديش أحسن شادك حدا حونا الفيلم فا ملك ألشا ها سيسين هم كلفتون تا شامل بول نيت بلك فا محمد صلى الله عليه وسلم تو تاع استراد تركا دعد إشاد ودشي دتي حدا اتناري خداتر تعربوشن وقمشيت بعشرة تمش بقت استراد ودشي هم شيء بانكا وعدي شيء نورمال عينها المبرش شار دوتش دول هم شين دعا دوق سان دعا نيش لوق سيرت
Что, не смешно, да? Не смеетесь, Бошан? И, например, на босс Дэлгинс признать и вселенная кулем был он и сунах и тра. То признать и светло есть. Со дунья, со ядерный бомб санитет уах бедах и тогда царством. Вот до такой степени моих вот их мадуи представить, да. Это им зари мадуи представить дело шесть дейл связи вайлер. Тем более им зари мощный 600 амбор существует. Сон правил чуть и мадуи. Граф, зачем Ан- Всевышнему Аллаху другие конфессии? Иудаизм, Я буддизм. конфессия. Я из сказчук. Реально какая-то игра, которая идет этапами. Первый левел, второй левел. Я не понимаю, зачем это всё? Представить, что Эти думаете с испытания, эти вами? больные дети, которые рождаются больными и умирают больными. За что они должны это страдать, эти боли испытывать? Эти родители должны испытывать эти боли. За что, я не могу понять. Предопределения вот эти якобы, которые ребенок еще не успел родиться, он уже будет гореть в аду. Но это Зачем? вообще-то не в тему, потому что это Нахуй как говорит, что он дует, нахуй что сихар дует Ибраим. Сихар дует Ибраим. Там, а я представить мне, что дука веш, массарил, что признать вина. Что таган дعват, что до такой степени, он инзари дука веш. Их я там бухоса. Что му хуатуру, представить, я там и тайп ниц побольше. Что пирам, на вот это на вот такие философские вопросы. Зачем вообще вот так, зачем не так? Это уже на них же никто не может ответить вообще. Абсолютно. Ну, Просто Дана же нам сказала, что она сихар выходила мадуй на связь с Ибраим. пророком, и он, оказывается, хороший. А те люди, которые передают да, его... просто хохер и выстраивать еще логики, саунядина. Потому что дух ездил, дуй саунядин, дуй... Короче, я не знаю, кто это там. Ну, ты прикинь, Вот этого всего. я тебя люблю, да, твою семью люблю, и я хочу, чтобы ты мою любовь почувствовал, я тебе даю ребенка больного, с которым ты будешь всю жизнь страдать. Это что за любовь вообще? Объясните мне. Я вот это понять не могу. Инзаревир ворка, там представить, да, что ниц больше. عمل قدم رجنا عن إنزري دقوي شاحواج بيمرو реально. И стрела, стрела, сихер, ую, какой шейт, какой сихерш. Ходерик هرشا ميادل هم كلهم بولس تو أساس داتنا دعولو قال هوا إتن غلصوي هو سيخر شوتك دغينش إنزري دالي ديش صحوك ديش مواد سنوجات автоматически кверчуаха диш дун даж то хава إتن болнит то إنزري фантастикю дийца целуш яққи существо вообще динчу муя зурдует он сихер хур элла яхмадуи Граф, ты видел видео? Инзари. Ты видел видео, где семья показывает, что джинны поджигают дом? Просто представьте, кто это снимает. Что он преследует. Оля, есть инзари мощно существуешь. Ценуш, да, что снимает ты? Оля, тухо снимает тешь. Хаз нормально, связи, Оля, шея, хаз инопланетный, видишь, саасун, технологично обладает, где? Придурок. Та, умоет, снимает тешь. Та, жинш. Жин и дала, вала, беладат, он иштам. Финлук, что агор, творит садяш, адам хиллош, жала хиллош, бюхум хиллош, любой метод, шака ялош, بعدنا ارتو شوفان دنيا نبغوا بيحطوش سيجالان كوسماسي على يان انجل كلادوش سوشيستو نونتو يشتغلون شو يرعمو تشيتي إتاك موجة مليون كيلومتر وجين عكورت مادك شقدق تغلوتي حاجة يتسي شو يال وين موس مهتو وين هالك ديشو بتاع إيجوش غتي غتيز
ويعدي ديز وهي والله ده إنه داغستان يعني سابيرن تا يوز Да, عادي да, يوز вообще чокнутая мамаша вырезала трафареты на А4 формат бумаги. Уже потом я читала в закрытой группе в Телеграме. Вырезала на А4 формате трафареты, и когда они загорали на улице, она просто приложила трафареты, и ребенок загорел с формами вот это Аллах, Мухаммад, вот это все. И она выложила видео, что ребенок родился вот с такими надписями на теле. И никто не опроверг, это прошло, это ушло в YouTube, это ушло в историю. когда жизни инсо ишта признать человек беда датин инициацион вот хоббо больш адаволу адахяч какой тигр лев беда хирец вообще социальным страх хирец сон гинагни связи да лаги просто 5 секунд даю халаволу ниц бута даволу что су валла мы отцел мощно существует его. Ну, почему-то и пророк инзерец отав цавьеш пальчсан мину. Как будто сихарш пульцун, стрелаш детцун, ведбуи, тапиялах бухакуяса, несправедливо дицуа. Сун цай му. Том сун ахитра фланг. Дая лауду, соле, касабок, соле, пример, лево, ла, уворксо. Граф, хуйциш Дел, хуйц, связи вельч. Хун духал 1000 адам, духал хуйстенлишт. Ходах вақтич, тига уызлур варихаш, такальчу وزور гиезису. ديل وقت الواتر خير ديرك دنيا سين دو حال داش قيل الواتر سو إبراهيم وأهودو يتقوف ده ما ده تعقيرر حميلتو وش إيزلوش خلا إنت بروستا عابيا ميلتو تروسن ميلتو دنيا تلو تروسن إبراهيم ها طبعا لا ما مروه خلوا الجحر ضد تغرت على غوشة نح طعم شاب المسجد ودويتا يخطو عن أرما بامر اللي هو قدر على الفيت سنتقاد أرما توبا را خش واترون أتعموه تايبوخ ملي شا شاخ زردرون نو تعدوش موري موه تايبوخ شاكو راتنا حال حاخ زردر ووخ نيوش دشبوش حتى خزاري ديك قيتا هو Masarga. Sürde kurşun. Gözil marş oğlu. Могуш марш вогай. Ну, хыр. Это пниццо признать, да, весь цаболт я связи. И марш дуния. Цаболт я да весь связи. Цагу. А может, а вдруг 8-е чудо света случится. С 1000 сагбо, а миллиардами дуага Говорят, чубима, да. Гульшур Эр Мауэл. Такого не присматривается вообще. Там يعوروا شباش المهدي уже там за связью обратно. Тебя наели. И маш дуния Махди. Redzam, graf. Плавин Ахиром, инзари мухир мадари. Божественное и говорит, Иром добавил без боя, за дербизи, за дефе, фальшивые, ФСБ, корочку, легче Иром добавил, что ли. مثلا Америка идет, тем более он. Следующая связь будет, когда Земля там выстроится, там какое-то созвездие. И то, Такая там, уже сказал 600 лет, Ибраим. Ты не заблуждай людей. 600 лет там, получается, по хиджи. Хиджи. إذا شو ده خبا تقييد شغل Дэвис Чундела. Хотя бы Эльбурак Ялари было.
El Burakmas, Ирон, El Burakmas, в первую очередь Путин. Путин и Кадыров, и Гали юқи казнит вирворк. Дер елчнул вирворк. Сразу. Науэл, а вообще кайзу. Прямой междик чувак казнит вирворк. Граф, Нет, завязывай. нет, Ахмат, нет, Ахмат, Нечай, Шевченко. нет, Демократы, мы демократы. Масхадов. Сундел, он Альбурак, Турия. Не придется тебе покататься. Сумма дез дохвату дороги сразу. А? يتقوى كورتش بالا شو بس بايمر مو أصحاب سان كورتش بالا شو Kortoš bāla, švats, čista, sud, dī, sud. Kortoš, da, hok, da, svoj cana, da. شو نباح وسيسر حلال صباح استقل غل تا كوك حل إبا الباس تا كوك حل إبنا تا وجه إبا الرسول وجه شموك وقت مو تا استقل مو تولبال أيسلوبال إتسون تلا حاجة نفسه تا ده حاجة سو إشت أبيس ديسو كويس نبايت نباس تدا دات Тюнер, вот, да? öyle hiç kışsa переносение уже бош и чё ног чё дуйте хом киче дуйте хомш дага чё историш али мы тут кале сон мелха историс ал вила ля духал иштумш мухад бош до того горду баса иштук гаишу баса рец мил устарши дуния мосума بس عليك إيش جيوصل شيء توام هما بوشان هما دوم داسر تصير على يرسل أنا لا والله أوبشن قال لا الله والله على يرسل أكبر الله أكبر الله أكبر صار نوختي ترابل الله أكبر يسيتو ناخ بيجي تاع نوختي وات تو غمكي وي تو تاع الله قيش قومش بوش بيجي سونسا نوختي وات تاع سويتو يسيد عولن Ночью вообще бьюхом шаджахель, шмуртель, шфатель. Рингер сахват. Ночью шарлатанш. Сейчас пророк шубош. Нах е беш. Выгод получает, то есть нах, видимо, кезгрила. Поэтому такой у нас диссонанс. Менталитет у нас такой. Ну, эти все пророки, они все бывают там, где есть феодалы, короли, шахи, больше. И и главный правитель. Так что нас слушаешь, пускай кто ищет, вы сын Бога, сын Пейхмар, объясни Боже. Там в нашем обществе, где вооруженная демократия, все равны, там и медийные организовать, где яхт. Не случайно у нас ислам окончательно закрепился уже с приходом имама Шамиля, то есть со святой Тагу Аль. Это возникновение социальное неравенство возникло.
تو چوه تیش اسمنا سونسا راس کی بشکنی سا تیش ونوخچین چوه قاعدة چوه تیش اسمنا بیس وعروا دوام متى هم بوش إيش أتويت بوسا Учитывая сколько, 30 или 40 лет пропаганды, очень много нужно постараться, чтобы все это стереть. أنا أقول نح بباخ تاك ستاليني لينيني سحال دهنا با بتشحل قاس بوش إيش تخبر ديسون هذا تا تيجا برت بنا بتشحل واتوش ديوان وروس تيجا قولوش كروشي اتسا أولا ششلا قولوش تعلوشلا بوش إيش تخبر ديش تعلوش وعباكر إيش تا بتشحل بوش إيش إيهمش ديسون هذا Самое гнилое, самое, что нас больше на ислам, 2 секунды, Шедемир удар, ночь еще. А теперь государство защищает ислам, то есть, ну как оно этот, политически защищается, точно так же оно сейчас за ислам. То есть уже это аппарат насилия. Вот это есть еще очень. То есть ты не можешь выразить мнение и разрушить его, находясь в этом брусне. Дело и что, вот движение идеальное уже. А так свободное мнение, шанс и акцент, короче, моментально превратится в это посмешище. А вот эти муж, бац, имамш, алло, Москва, не Москва, гала, аш был. И бокола тишешь будете и просто и идеологии, отучиться ден просто эксплуатировать и типа еще уже Там хан моей не царь. ништяки им дают, зарплата повышенная получается, машина, условия там, на хлеба, регулировать вопросы какие-то, спорные вопросы. Я не могу конкретно, что в голове человека знать, но я знаю исторически, тысячам, есть литературы, исследований исторических. Верхушка жрецов никогда не бывает религиозной. То есть царь нах их, но вот верхний эшелон любой религии там, неважно, кто там, папа римский, египетский жрецы, которые, знаешь, математика развита, они вычисления делают, и те предыдущие поколения, халхал, жрецы, закономерность, караим, следующие предсказатели, вот царь, но они, зная, что это проявление, используют его шбац, быдло и население, электорат, уж их бьет. То есть землетрясение, махачан, аэроболица, пассиш, ешь там, дюешь, короче, там, землетрясение даёл, а народ богатенюсь, короче, то есть они ритуалами смогли там это заставить отпустить цвета солнца. И, короче, религиозная верхушка в силу своей вот этой профессии, патриарх Кирилл Хил или Бен Салман Хил, или кто Хил, они не бывают религиозными. Они не могут быть религиозными. Дальше. И пусть будто быть и лела, и лела, и олг собирать, и бог, неужели искренне с ума ты ешь, речь? Конечно, нет. Съел кого-то. Это типа во время лунного или солнечного затмения, да? За 3,5 года, работая с шейхом и его свитой, ни одного человека ни в семье, ни среди жен, ни среди детей я не видела, кто делал ламас. Особенно не видела те, которые ехали в мечеть в пятницу. Правильно. Тесла, Ава. Вот, ты сказал, там, это религиозная верхушка, зная про какие-то эти природные явления, когда они наступали, чтобы, типа, утвердить свою правоту, там, читали молитву, и люди думали, что это из-за них это явление ушло.
Это, к примеру, может быть связано с солнечным затмением или лунным затмением, там народ думает, Во всех религиях малых дракону доколыш был культ змея. Да, дракону доколыш, наступает ночь. Типа, Потом дракон — это олицетворение ночи. может во многих религиях реальную это воспринимать уже entity какой-то там, например, секту от египетской, потом там куча культов есть там от северных до этих, где у чукчи, там ивенков, где дракон, вот этот змей великий, заглатывает солнце. Среди бела дня землетрясения хрича, вернее, солнечное затмение хрича, это как бы шок. То есть, во-первых, нарушение порядка, значит, свет выиграл, и все, и он день тоже отобрал. И сейчас наступит конец света. Представь, народ сразу же там это в панике. Это просто лунами, это так, ерунда. Луна. А вот солнечное затмение, это да, это конкретно. Ну, у китайцев дракон защита. Защита их нации. Ну, разные бывают, разные. У китайцев уже продвинутые мифологию, где они там, эти обезьяны, все дерутся там в нефритовом дворце друг с другом. Это уже наслоенная последняя мифология. А вот изранная пещерная человеческая, которая десятки тысяч была, тут это как бы змей заглатывает солнце, змей это враг, а орел там этот сокол, это он змею бьет, он как бы освободитель. Связано все с животным миром, с природой, все эти божества. Или альтернативная гипотеза панспермии. То есть прилетели инопланетяне, и из-за них культы богов получились. Африка племя yok. Дагоны. У них это не миф, что они прилетели с другой планеты, с другой звезды. То есть у целого народа есть фольклорный миф, что они прилетели с другой звезды. Благодарю. А? Ленин, Лаци, Маузеле, Чуан, Ерсот, она ост, Чуа, охранаешь моей, Чул, Тавир, Сец, или он Тавирзна, из Нохчимата, и дал, Вагуэл, Ходал, Койл, Адебош, Хабадыч, Давон, Техла, Давон, Ерсот, она ост. И вот так, Чукача, Нохчба, ну и в общем, Бададыч, Бусулдин полный признавать, я спасаю, что мифы, истории, Бадзар, Бакы наборы 65, под 70 наборы. İşte el yarısı işte devamı maddi komeli oluşum seri oluşu конкретно район oluşum inavas ilisi açıyor. Davalı hun bakışım. الدنيا شيخ مو قاعد بوش توتا دقا نوخشي تحيزين زعم دول دي مباخيري يوبشن نوخشي عايزين ават. Нет, самое интересное, он душон. Я вот всю жизнь думал, так все эти коммунисты заодно, короче. А оказывается, нет. И Джуктич, притеснять деша царь немецкой династии моей. Россия правила немецкая династия, там дворяне были, не знаю, третья часть почти что. Немецкие корни имеют, деш, офицеры все, генерал, дукшо. В общем, это нас. И в этой ситуации жукти преследовали, которые оказались на территории вот России, царской России, их преследовали. Вы, черта оседлости не давали им селиться в больших городах, там, в Петербурге, в Москве, там, не знаю, Тесла, дай ремарку сделаю небольшую. Давай только это. Князь Владимир изгнал вообще всех иудеев с территории является первые эти Екатерина II при Балтийских этих губерниях разрешила, приехал семья, секретная записка на губернатора там, разрешить им жить и заниматься в России бизнесом, в общем. Так, после 4-го разделения Польши в 1801 году император издал указ, когда в восточной части Польши все это
и Одесса, все это, короче, да, и Меткшат под Одессой. Они когда перешли к России, там сначала это местечковый Оруш, да, евреи, им не разрешалось выходить за территории своего места жительства, а потом они добились, буквально через 10 лет уже, это, считай, ну, уже практически декабристов, революционное движение, евреи. А потом в 1863 или 5 году, не помню, пришлось императору российскому издавать указ, что 50 на 50 в высших учебных заведениях, потому что 90-95% студентов были евреи. Да, вообще Тургенева, или что там, или Достоевского. В России был конкретный такой антисемитизм, скажем так, в дворянско-мещанской среде. То есть евреи и черта оседлости, ну, то есть евреи были как бы, скажем так, они меняли фамилии там своих этих детей в Петербургские университеты там рассовывали, то есть с князем Мааллер они пытались это цивилизоваться и влияние какое-то получить. То есть и революция разные, короче, составы, в общем, и Ленина можно отнести к, скажем так, еврейской, да. Его этой еврейский, Ленин, Троцкий, там, Тухачевский, Блюхер, я не знаю, по-моему, Киров, кажется. Это все люди, которые это поменяли и фамилии, их эти отцы там накопили на своих еврейских лавках, там, не знаю, клиниках стоматологических, в бизнесе, они послали, и они вот так там и революции участвовали, дешь, оказавшиеся на этих высших постах, то есть революции царили. Но интересное дело, что они не проявляли некую шовинистическую ненавистью к малым народам. То есть Ленин вообще-то не был врагом, скажем так, чеченского народа. Они республики, что ни шовинисты, ни монархисты, ни остальные русского мира, они, скорее всего, не дернищен, а уже более, что только советские. А тут они как бы мстили, они не любили русский великодержавный шовинизм. И вот эти и Троцкий, и Ленин, как две главные фигуры, они царь раскошен и геноцид делать, конкретно расстрелчишь. Но вот эти малые народы, там, эти войны, хилбат, скажем так, врагистская. И когда они вот и в ушах, короче, и власть поделиться, Троцкий, там, в ушах, вот этот Гюрджи Сталин вылез туда, вот так началось вот это. То есть Сталин также, вот, украинцам я не знаю, у кого больше ненависти было, но вот явно вы табешкала Сталин, то есть этому Джугашвили, украинцы табешкала, он еще свои вот как времен Шахиллил хотел кшать, Сушин и Гюрджи Бери подтянуть, царщим по полной программе уже царюли геноцидич. То есть под их эти. И НЭП-5, который установится из-за отменить моей, то есть они попытались полностью централизовать Шейкер Халец и Эрик Яц, и автоматически начали устраивать геноциды малым народом. Они, кстати, уже не могли систему, уже Ленин, царь, системы, там, РСФСР, автономии, округи, республики, он ее не мог как бы отменить уже, но он как бы ее саботировал. Абхазский СССР отменить, курдскую какую-то автономию он отменил. В общем, Швейцар хотел передвигать, из Микеан, Армянии. Они там шли эти дела делали, уже раз Элкашиш, гонять беш. То есть, если чисто взять, пока повестка с еврейской на грузинскую не сменилась, военцы особо, скажем так, геноцидов они не устраивали. И я думаю, джукты были бы для нас лучше. Как народ, который подвергся геноциду, они тому, малый народ, и дурацкий царь тоже влиял. На тот момент Ленин люто ненавидел, например, русский этот имперский шовинизм. Видимо, настрадался,
Жук ты ой, разве не русский там с какого-то Да, села? нет, Бланкицун фамилии, по-моему, он там. Надо посмотреть его, по-моему, генеалогию, но он больше жукты, чем это. Ильич Ульянов Уацари. Ульянов, это опять же придуманная фамилия, шутер, чтобы в университете... Это по матери фамилия Бланк. Да, что? Тем более его этот царский, Санвашвини, это повестный. То есть он не был этим поборником русского мира, как Путин, например. То есть Лели, но хидабар на раскошик конкретно. Вся эта поповщина, которая власть облизывала. Somțundele alhăduț, mă daval mal dünyan şeyh mau adi noqchi hizin bolsa historik bolet su acho noqchi sunde sa dukum shtisar jukti ubar Lenin mosuma ta imam Shamil jukti ubar sar dukum disar sa acho historik вот у него аса. Не, имам Шамилем Вацар жукти. Ну, нельзя говорить, что это положительный персонаж, но вот и Хогюржис было, из Дирдацрак, я уверен, например. Это все, конечно, бла-бла, спекуляции еще. История не терпит сослагательного наклонения. И именно и Гюржи хотел Кавказе, Масуд, Абахиша, это тоже это их эти персидские рожи. Вот президента этого возьмите или их верхушку, вот эту элиту Тифлиса, Грузии. Посмотри на их лица, это персы. Тут и иранские, яхнищие, просто от президента до каких-то там людей. Эти иранские рожи вы можете видеть. Они уже потихоньку тут освоились, интегрировались в Русню и дальше уничтожение наших народов продолжили просто. Уже под Советским Союзом. Джукты, мне кажется, были бы лучше. Ты разделяешь версию о том, что Берия отравил Сталина? Нет, не разделяю. В ушах связаны. Нет, Хомхель, что он валит на баапе. То есть не оказали помощь. Но он уже старый был, что там. Он курил, во-первых, по-черному. Всякую школу, это вино, попоек шла, грузинский шай, вино. Вот этот Берия от него сильно зависел. Он не стал бы его подставлять или там. Нет. Там была четкая мафия, которая четко держалась. И вот это Хрущев, как украинский, скажем так, украинец с остальными расками, которые тоже и Жуктин, видимо, спелся, которые там оставались. Дальше, политические Жукти, штабах, вот Сталин, конкурент был там, Троцкий, Кировый. А вот и в этой пропаганде Бистон Жукти был Оренбурге, там, в этой музыке, в общем, в культурном этом элитном сегменте СССР. Что там отсобяхно. И мне кажется, это тоже играло значение. Они там как-то с Хрущевым спелись, или с этой, с какой-то этой. Вообще сейчас он опять что-то там учит, дело врачей, убери завтра всех евреев из политбюро, а он уже по-гитлеровски, наверное, решил окончательно и бесповоротно решить еврейский вопрос. Может, он просто помощь ему не оказали. Но поговаривают, что его так... Чомер Бардич, не очень уверен. Мне кажется, он просто здоровье его подкосило, а тут они специально ему не помогли. То есть вот этот Хрущев. И это на то, это же указывает то, что они притяжут паузу, ешь маленького и Миллер, и он был Москва комендант. И они сразу побежали, короче, и хочу хотя до Либерии расстрелять. Они тут же его, короче. То есть это означает, что они оперативно реагировали. Видите? Это означает, что что-то там, видимо, было задумано. Самое интересное, после расстрела Берия там больше вот таких жестких политических разборок с убийствами не было. Там Хрущева просто на пенсию отправили. Хрущева отправили на пенсию уже другие. Потом, спустя там много времени, это уже было.
Третий этап существования СССР, называемый застой брежневый, мягкий СССР, скажем так. Есть жесткий сталинский СССР, есть хрущевский оттепель и есть брежневский застой, скажем так, более мягкий. Ну, хрущевская оттепель тоже, кстати, нельзя сказать, что там много диссиденты всякие, невозможные пристальные вещи американские, эти выставки, там, приезжают туда-сюда, оттепель была конкретно. Потом все-таки это такой застой. Потом Андропов пришел, хотел, видимо, уже 4-ю фазу, но он не успел, он просто сдох, короче. Очистки улицу из этой МВД нахуй, на смене, отец тоже, на смену из милиции уволился. То есть была чистка такая, андроповская. Но он тоже не особо успел ничего. Здоровье подкосило. Аллаху Акбар. Истекаль Масера. Тесла, Ленин вообще хорошо относился к чеченцам. Ты же помнишь случай, когда красноармейцев чеченцы отказались выдать, и Деникин пришел расправиться полностью, Деникин разгромить Мавин и Нохч. Это Белая гвардия. Ну, я не знаю. Карл Маркс там очень хорошо относился, и Энгельс, то есть так, автоматически штудирующие их. От корки до корки. Это надо смотреть. Деникин с огромным войском Деникин, когда пришел, чтобы наказать красноармейцев, которые здесь спрятались, Нохч даца беллауш. Кстати, и эшелон не хайошо, и красноармейцы. Их полностью у них Герц забрали, разоружили, потом этот Миллер Гекалы, там кто-то от коммунистов приходили и обратно отдали им даже. То есть, мы не знаем, что потом коммунисты сделали. Ситуативный союзник шбэвиш, а потом раз и могли что-то там не то сделать. То есть, доверять этому все равно. Как всегда они делали. Ленин, чушня, то тоже то ночь и на оста чувствуется, охраняю все чуалеч. А то ночь то можно модель клубе кепкан что на чуя и тоже очередь. Улили я надо, куда бы хорошим не разговаривать, весь лишь а чолор я шуцары винаус, халот тросан. Еще по поводу нашего отношения к нам. Во-первых, он сифилитиком был, а сифилис антибиотик шмацахили тогда. Там сифилис не лечился. Вот солямер ртути его его знаменитый медик, он только начал лечить, и какие-то там были эти прогрессивные методы, но все равно гарантированно не лечилось это. И сифилис в его уже, скажем так, терминальной стадии мозг проникает в лицо. То есть человек мучается этими, ирча улиса, страшно это мучается, говоря, подыхает от сифилиса. И поэтому там уже Ленин, когда он уже, я думаю, ему не до нас, вообще ни до кого было уже в терминальной стадии. Тесла, так или да, он цаул шугай, вообще удалось то, что по той же причине, как у нас вот это в юртах Ленин аул-аль. Теперь инновативный, аж будешь, стальный памятник, что тоже будешь. В общем, это все еще гебня кера дуаров, советский КГБ. Тунах кера дуаров. Это их не хотелка. Бац, китешерма, да, типа, яхтчелш за границей, острова, смели одежду, аж на какой-то гомор, бац, просто идеологически находят это, не знаю, выгодным или еще каким. Я думаю, это просто привычка, они выросли там 40 лет. интернет شو هم حياة مومي حياة كنت تقوم بالهرخ الهرخ شو دعواقع إخر دبوخ شو هم تعيشنا
биржатыш, в ожидании сам хырду ахирсун сасын. Allahu Akbar. Чтобы избавиться от старых героев, надо новых каких-то. Кого они там будут? Гоги, возьмилари, Мотороли, Шаицевола, чуть-чуть, так мовать. Allahu Akbar. Ära uma boa veltana haldinik čo. Salavēs dīzak bādala. Славейся, наш вихтерлах, постоянно Тесла, а вот как ты И думаешь, они идеологически верили прям искренне в то, что коммунизм возможен, что эта экономическая система возможно построить? Ленин и Троцкий. Она возможна вообще-то? Почему не верит в это? Она Как невозможна же. американец сказал, как один американец сказал, коммунизм это отличная идея, я за двумя руками за, капиталист американский. Но человек слишком большая сволочь, чтобы такой строй был возможен. И технически, теоретически это возможно, только администрировал язык. Я думаю, коммунизм японцы говорят. То есть это должен быть абсолютно дисциплинированный, ответственный каждый человек. Понимать сам народ абсолютно коммунизм. Потому что у нас даже есть небольшие сообщества, где есть такой коммунизм. Это, например, израильские кибуцы. Там все общее и никаких конфликтов. Социальные эксперименты доказать. Да еще просто он качественный адам язык для этого, который ответственный. А качественный. Что ты понимаешь под коммунизмом? От каждого по способностям, каждому по труду. Нет, каждому по потребностям. Социализм по труду. Юх, и каждому по потребностям, алчанию. Тебе нужен адам совестливый. Если сволочи, конечно, и уходят. Кстати, сейчас мы находимся вот в этом следующей формате Ахмадуева, где роботы будут работать. Поэтому смысл вот эта эксплуатация человека человеком, вся эта марксистская идея, даже вот она все летит к черту. Эксплуатация человека, робота человеком. Ахулипана. Diz robot шалчица, дайгыт бизнес умацат, продукт дайвах, робот сами хуришат долларду. Работать они будут. Продукт, что значит продукт? Вот автоматический завод, который полностью автоматизирован и полностью, не знаю, выпускает ноутбуки. То есть там этом вообще участвует. Даже разработчик есть какой-то супер AGI, который вырвался на волшеб, следующее улучшение, не следующую модель выпускать. Вот где там эксплуатация человека? Адмиш алцашей дачиш, там на природе, аж зеленый этот волк. Как в фантастике, утопия, живут и своими делами, хобби у них там, кто-то по дереву урезает, кто-то подводной охотой занимается, то есть они не заняты ничем, то есть им нет необходимости. И это реально, это не сказка, это мы сейчас видим, что возможно. Зеленый фургон кино договоришь, он Брундуку вырцгал, а уж через 5 лет барца, через 20 бар работу милиционеров. Милиционеров не будет, потому что преступников не будет. Да, и с их точки зрения это было наивно. И вообще делать эксперимент коммунизма в самой неподходящей стране для этого, России. То есть быдло рабское население, забитое, там вообще страшная смесь разных этих народов, мигрантов, социальное расслоение страшное. И там проводить эксперимент социализма, коммунизма, это Фридрих Энгельс, короче, но только не там было, только не в России. То есть они дискредитировали Или же
после Энгельса вспомнил свой казер, вроде бы, сказал Тесла, если хотите что-то хорошее, там, благородное испоганить, поручите это России. Точно. Представьте, вроде бы следующая формация идеи справедливости идет, и эту идею самым неподходящим на это эксперименте обосрали, вот что сказать. Allahu Akbar. 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 Тесла гадает великий Кирилл. Allahu Akbar. Что за... Канал Дяхтагинеса. Сахажанцу. Ты там забыл. Посмотрю потом. Давай, подписан могу. Allahu Akbar. Ну что, Северная Корея так-то Тесла в том варианте, о котором советский народ мечтал, они коммунизм и построили. Это уже был советский коммунизм. Самый ужасный. Явно не шведский. Корея, bu üç mü? Bu abi yok işte. Ata Ruslan, Ukrayna. Barış Uygur insan hazır hiç var. Üç belki şey. Тесла и безусловный доход. Я издаешь, роботы работают, а мы на зеленых лужайках эко сидим в городах. Код халгарюхтик за бешенды, чтобы чересчур не плодились нахан. Я думаю, что это через какое-то время перерастет в фашизм искусственного интеллекта. То есть он будет нам как бы все вот это диктовать. Да, Это будет как новая религия. Ты очень прав. Все шансы, что мы будем жить в дистопии. Мой неприятный, страшный мир будущего, где вот такие опасности есть. А может пронесет, я не знаю. Но в любом случае... Var mı mультфильм uçuyor sen gördük kardeş ağaçtan düşüyormuş кино hoş. Не. Ну вот и перенаселение было. И вот из-за правил вышел бардак. Перенаселение приятно, потому что мы скоро будет встретимся наоборот. Когда технически развиваться, да, или люди богатеют, то наоборот они меньше плодятся, чем в бедных этих условиях. Ну, бедный чаром плодится, да, Мумбай, Индия, Пакистан, вообще, Калимаду. Как только они тоже до благ цивилизации полностью доберутся, то у нас на Земле, наоборот, начнется вот это сокращение населения автоматически. И короче, вот конкретно. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Большой поселять, кажется. Земли открывают. Урбанизация, он дальше. Смысл урбанизации именно, что близко к рабочему месту быть. А технологии и рабочий балдыш, это не важно, где это находится. Наоборот, люди будут больше. С удовольствием люди живут в домах, а не в каменных джунглях, чем возможность. Просто из-за концентрации капитала и ресурсов приходится жить в городе. Тесла вспомнился анекдот 70-х годов, да, это о колхозе собрание. Там первая повестка дня, первый вопрос. Там
сельское хозяйство, скотоводство, там, где выступил, там, председатель совхоза, директор совхоза, короче, убытки. Там второй вопрос, что-то там тоже о лентяях, тунеядцах, изваж. И третий вопрос, там, Моисей Авраамов уезжает в Израиль, значит, дом оставил совхозу, мы туда переедем, там контору сделаем, там дачу тоже оставляет свою совхозу, мы тут там пионерский лагерь сделаем, изваж. Так, ну, в конце собрания вопросы есть, сказал директор. Давайте это сам лучше будем евреев разводить, чем скот и все остальное. Прикольно. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Любой Allah. диктатор, властвовавший человек у власти, его окружение с течением времени из него делает какого-то, ну, скажем так, в кавычках, падишаха, да, ну, диктатор, вох окружение, ну, шавиш мулыс, все хорошие. И что Ну сега да. из ситуации. Также с искусственным интеллектом, если он будет как бы, ну, его слушаться, да, вот какая-то суперкомпьютер или там полностью какая-то, ну вот возьмем, да, вот так, и нейронная сеть скалируется. Ну, все границы пали, мы слушаемся этот интеллект, ведь он приближенный, нахбац, вот, как бы более близкий болниш. Они сделают из него как бы полубога, я не знаю, или бога, и будут уже остальных ушемлять как-то из ХТЛ. Allahu Akbar. Там Я думаю, в Allahu Махди не Akbar. будет это пришествие Allahu искусственного Akbar. интеллекта. у искусственного интеллекта нет таких чувств и нашей природы. Он не будет там пытаться подмазываться, Пока нет. подлизываться, чтобы получить блага. У него нет чувства. Я получаю блага и Надо, Пока увеличиваться. нет. у него они были, и чтобы мы контрольно это сделали, чтобы они у него появились. Иначе система сложная, и они автоматически появятся, вдруг это будет чувство, которое будет нам враждебным. То есть Я имел в виду контролируемое и чувственное ешдоново. Это наша задача. Тесла, я имел в виду вот не сам этот искусственный интеллект, он-то пускай будет дружелюбный, я имею в виду, который рядом, вот, Сонтир Хайошса, Хилма Изис от систем, как бы, там, советы раздает от него, или как-то вот этот штекер контролирует. И на бац, они, я говорю, будут Но вообще пользоваться. искусственный интеллект – это одно из чудо света, да, по сути. А в какой-нибудь из книг про него сказано? Сказано в этом, Где? в 1957 году написал Жиктичу, российский еврей, В в книгах 1957 сказано? году книгу «Сумма технологий». Вот почитайте, он прям 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и так далее. На каком уровне вот так и как будет развиваться смартфон швейцу, и что там до 3800 года он это все как бы отдается. Ну, в святых писаниях, я имею в виду, как-то это обозначено, Нет, искусственный нет, интеллект. нет, там такого ни слова. А что, так промашка, что ли, или что? Скоро найдут, Файн скажет, что было написано в Коране. Allahu Akbar. Подождать, да, просто надо? Одну ошибку делаете, считая, что вот какой-то искусственный интеллект, может, там Бог в подвале сидит, а Бог из машины. В том-то и дело, что оказалось, что это слишком легко. И это он будет распределенный. То есть там какой-то будет, здесь какой-то будет такой, с такими-то Ну, чувствами. хорошо, тот с другими интернет, чувствами. То есть искусственный их будет много, интеллект – и это они не будут Бог. везде. Окей, Но не Бог. их будет много, и они будут везде. И нам будет, надо будет как-то лавирировать и выживать.
И как-то это, чтобы не вышло из-под нашего контроля это делать. Но оно обязательно выйдет. Достаточно же отключить свет, и все, потух искусственный интеллект. Если он контролирует это. Старлинку ты же не сможешь отключить связь. Спутниковой Смогу. связи. Спутники могут Как? там летать наверху, но на Земле можно отключить электричество. 1 рубильник, ГЭС и все. Ну да, если из крайности в крайность, то конечно. Только если в этом Люди случае... будут ленивые, и они будут все больше и больше вещей поручать, в том числе и контроль этого электричества. Да, только если потом они не начнут с нами войну, узрев в этом угрозу для себя, и не допускать нас до физического рубильника электричества. Allahu Akbar. Буква Allahu или роботы, что они. Если что-то пойдет не так. Да, лишь Амбир, это искусственный интеллект, да, и он, как всегда, мусульман использует, да, скрепется божественное писание, а он рядом не дуэл. Еще его не дуэл могут, бог хайрился. Себя какая-то беха. Allahu Akbar. Мы пошлем в прошлое Абу Коннора, чтобы предупредить. Не, ну реально, прикинь, если искусственный интеллект додумается Будулаков, да, ты дурак. Искусственные будулаки нам еще не хватало. Нас реально, натуральные заколебали. Allahu Akbar. Кого пошлем? А Тесла можно же заключить программу искусственному интеллекту, там, не убить человека, не навредить. Беспрекословно там подчиняться создателю конструктора, все. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Когда у тебя телефон зависает, он тебе подчиняется? Что ты будешь делать, если кто-то эти уберет? Причем военные военные не могут себе позволить эти вещи. Полицейские роботы, например, не могут себе позволить. Как это не навредить? Они же должны убивать и людей, и всех. Я не думаю, что роботам-полицейским дадут возможность, типа, стрелять и убивать этих злоумышленников. Окей, Ну, а сбой системы? Искусственным интеллектом дроны и украинские вовсю мочат русских. В чем проблема? Ты этого не сделаешь, твой противник этого сделает. Из-за страха будут боевых роботов лепить обе стороны. А вот, допустим, мы создали определенный ресурс, объем этих роботов с искусственным интеллектом. Смогут ли они сами себя создавать на заводах, фабриках? И будут ли желать того? Желать, не знаю, но замкнутый цикл Бог, чтобы полностью посвятить время игре теннису, прогулкам по лужайке, подводной охоте. Чтобы полностью себя этому посвятить, надо это все на него спихнуть. Да. Allahu Akbar. А кино, да, Allahu как-то Akbar. робот может сочинить симфонию Бог? Да, один из моих излюбленных моментов. А ты сможешь превратить шедевр, кусок холста, можешь превратить в шедевр разве? А ты сможешь даже сразу Цицерож. Тот тоже не умел рисовать. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Уилл Смит матерится дяшгине, он это робот озвучки. Так должно быть. И кино, ну-ка.
и чё, да? Тесла, а ты помнишь, по какой причине там роботы с ума сошли и против людей пошли? Я в детском возрасте читал этот рассказ. Кстати, Айзек Азимов рассказ «Я робот». Из него кино сделали. Рассказ там маленький. Буквально ничего особого там нету. В этом рассказе он придумал 3 закона робототехники. И из-за этого он стал знаменитым. Не из-за какого-то там крутого сюжета. И по закону мы так в будущем робочи, как ученый, вот этот Айзек Азимов предсказал, что надо встроить вот такие механизмы, и робот должен на 3 законах основываться. Не вредить человеку, не выполнять приказы, не вредить себе и не выполнять приказы, противоречащие первому и второму. Примерно, может проверить, я хорошо. Я, может, немножко не точно говорю. И расскажи. Из-за него они сделали кино, а в кино это просто сознание. Робот ящик снимает этот ученый, который потом погиб, чтобы это вот настоящего придумать, скажем, настоящего чат GPT придумать. Он делает это именно и предорганизация, то есть ответственность на него положить надо больше. И вот сега backstory. И он вот такого робота создает. Но там оказывается еще какой-то вот это центральный их мозг, оказывается, он тоже злой, но он сам по себе такой злой появился, и он этого подставляет, чтобы он поддержал метод. Опасность машины показывается, где вот этот направленный разумный робот, и он хороший чувак, но если не контролировать это, то получишь вот такой злого этого монстра, который все контролирует. И на этом Янцар, сейчас в Голливуде, сам рассказ совсем не такой. Он небольшой, и перечитать его надо. Я его не очень хорошо помню, но там такого нет. Да, там написано, первый закон это не вредить людям, второй подчиняться людям до тех пор, пока это не станет противоречить первому закону, и третий закон приказывает роботу решать свою жизнь, не нарушая первых 2 законов.